Болеслав, а как вы объясните тот факт, что тот же Горбачев, уже будучи в Совете Воркуты, стал поддерживать другого своего коллегу Бижана Чхетию, который, в общем-то, известен как бизнесмен с сомнительной репутацией? Почему так? Потому что принято считать, что коммунисты, они за народ, а не за олигархов. Да. Я думаю, что в данном случае, когда мы хотим добиться чего-то, то мы должны с кем-то объединяться. Если мы каждый вот так... Ведь тактика партии власти, и вот, скажем, даже сегодняшнее открытое голосование говорит о том, что необходимо разделять и властвовать. То есть столкнуть партии, а Единая Россия, как всегда, будет смотреть со стороны и говорить: ага, вот смотрите, они там кусают друг друга, да, а мы работаем, мы занимаемся конкретным, серьезным делом. Вот поэтому, если есть возможность блокироваться с кем-то по решению вопросов, понятно, что там депутатов не так много, они не имеют блокирующего пакета. Если это человек наших позиций, если он патриот, пусть он обеспеченный человек, но если он патриот, почему бы и нет? Мы можем отстаивать позиции только с кем-то блокируясь, объединяясь, высказывая свою позицию, находя компромисс между вопросами для того, чтобы проводить какое-то решение. Потому что задача не в том, чтобы взбудоражить общественность и сказать: вот мы воздух каркнули и все, а главное добиться конкретного результата. А это можно сделать только тогда, когда мы будем с кем-то объединяться, работать совместно. То есть, правильно я понимаю, простите, Дарья сказала, что у этого человека сомнительная репутация. Вы, скорее всего, об этом и знали. Вы же понимаете, что вы таким образом своим же оппонентам даете очень-очень серьезный повод вас же в дальнейшем, как вы выразились, кусать и сталкивать. То есть, даже если вы каких-то результатов добьетесь, они скажут: так вам помогают, простите, люди. Говорят, Которые не платят налоги в бюджет, говорят, сомнительная репутация, это, понимаете, это на уровне всегда слухов. Я могу сказать, что у этого сомнительная репутация, у второго, третьего. Решение суда есть, он осужденный, он какой-то бандюган или кто-то. Есть какие-то факты? Фактов нет. Я, например, не знала о его сомнительной репутации. Я считаю, что если коммунисты Воркуты, они достаточно грамотные люди, я знаю весь депутатский корпус, они достаточно грамотные люди, и вряд ли они будут связываться с людьми, которые недостойны или, скажем, как-то подмочили свою репутацию. Но ремарка, тем не менее, решение Совета Воркуты о том, что все-таки Чхетия нарушал законодательство. Хорошо, ну, Единая Россия нарушала его каждый день. Для того у нас есть журналисты, которые знают об этом гораздо больше. Спасибо, Дарья.